Осетины приняли христианство одними из первых в мире. С тех пор минуло почти 11 веков. Однако свидетельства об этом важном событии сохранились по сей день. Православные святыни на осетинской земле не редкость. В старину их возводили в горах, и сейчас, спустя столетия, продолжают строить в черте города. Еще до революции в Северной Осетии существовало два воинских храма. В советское время они были разрушены. Спустя век на осетинской земле строится храм Иоанна Воина. Здесь будут окормляться военнослужащие всех подразделений, невзирая на национальность и вероисповедание. 3 колокола для будущего храма Иоанна Воина в прошлом году накануне Великой Пасхи привезли из Донбасса. Это первые колокола в республике, надписи на которых сделаны на осетинском языке. Отлили их на украинской земле мастер Сергей Самойлов и скульптор Виктор Жук. Первый камень в основании храма Иоанна Воина заложили в городе воинской славы Владикавказе почти 5 лет назад. Место для строительства выбрано не случайно. Рядом на мемориале славы покоятся 17 тысяч жертв гражданской войны, более 3000 участников Великой Отечественной, в числе которых знаменитые полководцы, герои Советского Союза, видные деятели, прославившие Осетию. Возводить храм стали по благословению схиархимандрита Илия. Он лично побывал в Осетии. Его отец погиб, сражаясь за Владикавказ. Естественно, воин уповает на милость Божию. Для этого храм созидается. Храм, как, во-первых, восстановление действительности, исторической справедливости, потому что до те храмы, которые были поруганы, разрушены, а штаб 58-й армии, армия у нас верующая все-таки. Сейчас мы выставляемся к вере, поэтому люди смогут получить здесь окормление духовное. И прежде всего храм – это место встречи живых и усопших. То есть воины живые, воины усопшие, они будут встречаться. Мы будем их чувствовать, мы будем за них молиться, они будут молиться за нас. Изначально задуманный как часовня, теперь храм будет достигать 45 метров в высоту. Немалая часть работ уже выполнена. Возведены основные стены, подведены коммуникации, свет и вода. Уже начали менять окна, а к 9 мая установят двери. Но чтобы храм ожил, а оживает он тогда, когда в нем звучит молитва, нужно провести отопление. Естественно, воин уповает на милость Божию. Для этого храм созидается. Храм, как, во-первых, восстановление действительности, исторической справедливости, потому что до те храмы, которые были поруганы, разрушены, а штаб 58-й армии, армия у нас верующая все-таки. Сейчас мы выставляемся к вере, поэтому люди смогут получить здесь окормление духовное. И прежде всего храм – это место встречи живых и усопших. То есть воины живые, воины усопшие, они будут встречаться. Мы будем их чувствовать, мы будем за них молиться, они будут молиться за нас. Уже написана часть икон для храма. Меценаты из России, Греции и Франции передали мощи святых и мучеников. Благодаря стараниям многих людей, пожертвованиям Московского фонда мироздания, а также частных предпринимателей ведется строительство собора. Тем не менее, этих средств недостаточно. Любой желающий может оказать посильную помощь в возведении воинского храма. Залина Губурова, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.